Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 11 по 17 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет тельцов на этой неделе. Так, это у нас события, которые на неделе происходят у тельцов. Самые основные события по карте Паж Пентаклей. Карта говорит о том, что вы будете очень стараться в плане финансов, зарабатывания денег, в плане того, чтобы реализовать себя, как-то укрепиться на рабочем месте и так далее. То есть очень важное время для того, чтобы налаживать работу, зарабатывание денег и так далее. Карта говорит о том, что скорее всего будут какие-то приобретения, может быть, такие самые необходимые, да. Это не говорит о приобретении там недвижимости или о приобретении автомобиля, нет, это что-то меньше, да, меньшее, какие-то другие нужды. Но в то же время вот у вас, скорее всего, на все будет денежек хватать. Может быть, не всегда, да, потому что у нас вот тут облачка есть, то есть некоторые заминки могут быть. И здесь многое зависит от вас. Вот сколько поработаете, столько заработаете, да, или вот эта карта говорит о том, что доходы именно заработанные здесь вы тратите, да, здесь не подарки. Также могут быть траты на детей, на какие-то посреднические услуги, если вы какие-то покупки совершаете через какие-то службы. Давайте посмотрим, чего больше всего здесь это касается. Карта говорит о том, что могут быть траты на государственные какие-то учреждения, на суды, на какие-то документы важные и так далее, заключение каких-то договоров. Кстати, может быть и оплата каких-то кредитов, пошлин, оплата налоговой и так далее. Теперь четверка чаш говорит о том, что будет такое желание отдохнуть, может быть, немножко такое состояние депрессии, от которого лучше всего уходить в работу, в дела, да, для того, чтобы не дать ему как бы задержаться этому состоянию. Кроме того, четверка чаш – это у нас карта, которая говорит о нашем комфорте домашнем. Вот нам хочется побыть дома, нам хочется расслабиться, нам хочется всех вот этих удобств, которые нам дом гарантирует, да. И вот когда мы так сильно расслабились, мы можем что-то здесь пропустить важное, поэтому вот расслабляться нужно, отдыхать нужно, но немножечко думать и на будущее, смотреть по сторонам, да, что нам жизнь предлагает. По четверке чаш у нас очень часто какие-то дела, связанные с домашними какими-то потребностями, да, мы можем, допустим, посуду покупать или готовить что-то, продукты закупать. В общем, самые такие элементарные дела, которые касаются нашей семьи. Также это может быть какие-то дела, связанные, допустим, там с дачей, с местом вокруг дома, которое, может быть, мы стараемся как можно быстрее убрать, вот уже устали даже, да, что слишком много тут у нас дел домашних, и хочется уже как-то от них отойти, ну, как бы отдохнуть. А может быть, много забот о семье, о близких, тоже хочется побыть в одиночестве. Пятерка жезлов говорит о том, что будут, скорее всего, какие-то споры, ссоры. Может быть, будет сложно как-то договориться, особенно это касается работы. Пятерка жезлов – это у нас ограничение в нашем, знаете, как проявление себя. Вот, допустим, у нас есть какие-то желания, мечты, у нас есть какие-то таланты, способности, а мы их не можем проявить. Либо не хватает знаний, нужно учиться, либо не хватает опыта, либо просто вмешиваются люди, которые нам не дают. То есть, ну, как бы как конкуренты, да, или как люди, которые просто хотят вот как-то нам помешать, да, вот тоже такое может быть. И еще как событие недели восьмерка пентаклей. Карта очень хорошая для того, чтобы зарабатывать вот своим трудом, своим профессионализмом.
Карта говорит о том, что, может быть, вы сможете что-то купить даже дешевле, чем рассчитывали, да, восьмерка пентаклей у нас, знаете, карта таких вот достижений, подарков, доходов, которые связаны не только с нашим профессионализмом, но и с нашим положением. Допустим, у нас какая-то должность есть, да, и это дает нам право на какие-то льготы. Вот может быть что-то такое. Может быть, кстати, выигрыш какой-то, просто выигрыш. Так, инвестиции, да, если вот вы вкладываетесь во что-то, тоже может повести, то есть будет удачно. Хорошее время для того, чтобы получать либо повышение в должности, да, какую-то руководящую должность, либо получать признание, да, вот за то, что мы делаем. Давайте посмотрим, что касается отношений. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что пока что все остается в таком же состоянии, как и было раньше, да, на этой неделе подвижек нет, но карта говорит о том, что нужно проявлять активность и настойчивость, то есть нельзя просто ждать. Для тех, кто в паре, карта говорит о том, что, скорее всего, будет обновление чувств, будет что-то, когда о партнере нужно будет заботиться, либо на первый план будут выходить дети, и вам как бы некогда будет даже подумать друг о друге. Ну, в общем, карта вот такой заботы, особой заботы, которая будет всю вот эту неделю вас занимать. Для тех, кто в ссоре, карта говорит о том, что здесь может вас помирить какой-то человек более старший, либо какого вы уважаете, да. Может быть, кстати, здесь просто все закончится миром. Очень часто эта карта говорит о том, что это и будет как раз примирение, да. Теперь для работы посмотрим. Для тех, кто в поиске работы. Девятка червовая. Новости какие-то замечательные. Наконец-то перемены вот в вашем положении. Приходят новые люди, приходят новые события, причем очень быстро. Теперь для тех, у кого уже есть работа, десятка червовая. Карта говорит о том, что все будет очень комфортно. И либо это работа из дома, рядом с домом, или это работа в окружении очень приятном, либо это работа, когда у нас лояльные там клиенты. В общем, в принципе, мы здесь просто очень-очень рады. Мы работаем с людьми, которые нам доверяют, которым мы доверяем. Хорошее время для того, чтобы поддерживать друг друга. В общем, замечательно здесь все для работы. Для тех, кто своим делом занимается, карта говорит о том, что нужно будет что-то обновлять, проявлять активность, очень как-то быстро, может быть, менять все, двигаться, да, может быть, новые планы какие-то нужны, может быть, запланировать какие-то поездки придется. Также карта требует уверенности в себе, когда у нас хорошее здоровье, хорошая физическая форма. Тут и для того, чтобы все было хорошо в делах, нужно и за здоровьем следить, и активно, как бы активностью физической заниматься, да, своей. Это карта, знаете, какого-то нового способа решения вот вашего вопроса, вашей проблемы. Какое-то новое состояние ума, как будто вам нужно подумать о чем-то другом, не так, как вы привыкли относиться к своей работе. Финансы для тех, кто на зарплате. Карта говорит о том, что исполняется какое-то ваше желание, да, может быть, как раз придет оплата, придет зарплата. Также карта говорит о том, что, может быть, даже получите что-то лучше, больше, сверху того, что ожидали. Теперь для тех, у кого свое дело, восьмерка червовая. Карта говорит о том, что будет как-то много эмоций в этой сфере денежной, да, может быть, будут какие-то неясные моменты, может быть, какую-то часть недели непонятно, что делать, как зарабатывать, или, допустим, нет клиентов, или еще что-то такое, но это как раз вот способствует тому, чтобы мы здесь начали как-то по-новому думать, по-новому относиться к делу, по-новому решать вопросы. Карта также связана с домом, семьей, может быть, даже здесь расходы на семью, да, может быть, здесь
какие-то дополнительные деньги приходят от других членов семьи. То есть здесь вот все как-то больше завязано на семью и на такое эмоциональное состояние от денег. Теперь совет посмотрим для тельцов на эту неделю. Совет: нужно ожидать нового. И как только появляется возможность, эти перемены нужно сразу в свою жизнь включать. То есть менять нужно направление жизни. Карта говорит о том, что, может быть, придется какое-то очень важное решение принимать, и от него не нужно отказываться. А трудность будет в том, что, скорее всего, будет несколько вариантов, и из них нужно будет выбрать что-то одно. То есть несколько возможностей. И вот в этом будет сложность. Самое главное тут не тормозить. Самое главное тут быстро принимать решения. Вот у нас все карты здесь как раз об этом и говорят. То есть денег не будет, если будем медлить. Нужно менять мышление, нужно менять подход к жизни. Друзья, желаю прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.